Знакомьтесь, это те, с кем вы часто спорите в соцсетях. Да, это ботоферма, ну или клик-ферма, не суть. Распространенный вид мошенничества. Что же умеют эти ботофермы? Давайте вместе пройдемся по этим вариантам. Первое и самое простое. Это фальшивые лайки, подписки, репосты, комменты и просмотры в соцсетях. Желающих, чтобы такое происходило с их постами в соцсетях и с видео, хоть отбавляй. От блогеров до бизнес-компаний или начинающих звезд. Они платят денежку аферистам-маркетологам и начинается движуха. Сюда же можно отнести заказ лайков к товарам в различных магазинах, на различных платформах. Ну и фейковых отзывов тоже. Второй очень интересный способ разводника – это создание видимости и эффективности вашей рекламы. Вы платите за рекламу, подключается подобная ферма. Вы как рекламодатель видите миллионы просмотров, лайков, комментариев. Вам активно пишут желающие купить вашу продукцию. И складывается такое впечатление, что все зашибись. Вот только потом эти желающие купить у вас товар куда-то пропадают. Передумали почему-то все резко. Так сливаются в трубу огромные рекламные бюджеты. Вернее, не в трубу, а вот этим жуликам, маркетологам и владельцам ботоферм. А еще можно натравливать ботов на рекламу конкурентов. Тоже прикольный способ. Они начинают ее активно кликать, и все бюджеты ваших конкурентов таким образом сливаются в первый же час. Дальше, третья опция. Это скачивание мобильных приложений. Ну и постановка им 5 звезд для повышения их рейтинга. Платформа, где размещено это приложение, видит, что оно популярно и тоже начинает его поднимать вверх и рекомендовать. Четвертое. Это накрутка просмотров на различных монетизируемых каналах и стриминговых платформах, таких как YouTube или на том же Spotify или Apple Music. Когда боты круглосуточно слушают чьи-то песни. Алгоритмы платформ это все фиксируют и тоже начинают их рекомендовать. Таким образом, эти песни, эта музыка выходит в топы. Ну и пятое, это распространение дезинформации и троллинг. Таким образом, можно в 2 счета испортить репутацию любой компании, любого продукта или человека. И из всеобщего любимчика, уважаемого такого лидера, сделать изгоя. Особенно активно вот этот вот способ используется в политике. Это одни из самых главных заказчиков.